Очередной кандидат в президенты предстал перед членами лингвистической комиссии. Филологи экзаменовали инженера Джанибека Сюйналиева. Перед претендентом было поставлено традиционное задание – на 3 листах письменно изложить предвыборную программу, выступить с речью и с выражением прочесть отрывок из литературного произведения. Больше всего вопросов у языковедов вызвало изложение. Кандидат допустил немало грамматических ошибок. Почему они по письменным работе сказали, что я не знаю? Я написал все это верно, но они, наверное, не могли читать мой почерк. Поэтому я думаю, а я ошибок не допускаю. За сочинение претендент получил неуд, но благодаря тому, что хорошо справился с устными заданиями, от лингвистической комиссии получил допуск к участию в президентских выборах. Меньше повезло 2 другим кандидатам в президенты, сдававшим экзамен в минувшие выходные. Бывший военный Азамат Уламаев и предприниматель Кутманбек Ишимбаев тестирование провалили и считаются досрочно выбывшими из президентской гонки. Вот оба кандидата получили неудовлетворительную оценку по первому заданию. То есть в течение 45 минут они должны были излагать свою предвыборную программу письменно на 3 листах. И мы обнаружили очень много ошибок, которые превышают все допустимые нормы. Таким образом, в списке претендентов на главный государственный пост осталось 12 фамилий. И 3 из них экзамен на знание кыргызского языка еще не сдавали. Кроме того, уже 2 июня завершается срок, отведенный кандидатам в президенты на сбор 50 тысяч подписей избирателей, необходимых для официальной регистрации. То есть уже в ближайшие дни список желающих баллотироваться может значительно сократиться.